Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Детская площадка, выигранная в телевикторине, доставлена в НТУ. Команда победителей решила установить ее в деревне Ярпияк. Школьный музей и малые Олимпийские игры. Учащиеся общеобразовательных организаций наравне со взрослыми разрабатывают проекты и получают финансирование на их реализацию. Палеолит, мезолит и неолит. Интинцы могут познакомиться с началом человеческой истории в Коми-крае, посетив выставку по Пушкинской карте. Вакцинация набирает обороты. В Коми уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет около 60%. Это чуть выше общероссийского показателя. Но для формирования полноценной иммунной прослойки этого пока недостаточно. Остается высокая активность дельта-штамма коронавируса. Каждый день фиксируется огромное количество новых случаев заражения. Борьба с коронавирусом продолжается. Ситуация остается напряженной. По словам врачей, основная часть госпитализированных – невакцинированные. Свыше полумиллиона медицинских работников по всей стране оказывают помощь пациентам с ковидом. И большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, это те, кто не прошел вакцинацию. Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь. Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой. Это касается в том числе предоставления средств на закупку лекарств, как для пациентов в больницах, так и для проходящих лечение дома под наблюдением врачей. По поручению президента правительство ведет ежедневный мониторинг доступности в регионах кислорода и медикаментов, необходимых при коронавирусе. Более того, принято решение о продлении до конца следующего года действия ранее выданных регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение на препараты, которые в том числе используются при лечении ковида. Продолжит работать и упрощенный порядок получения таких документов. Это позволит избежать перебоев с поставками медикаментов, своевременно представлять их пациентам и быстро вводить в оборот новые лекарства. Что касается кислорода, об этом также говорили на совещании у президента. Тема на особом контроле правительства. Вынужден отметить, что на сегодняшний день у нас по-прежнему в стационарах находится 246 тысяч пациентов, развернуто 295 тысяч коек. И такая самая для нас значимая цифра, с которой мы работаем, это пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии. И особенно группа, находящихся на искусственной вентиляции легких. Сегодня таких пациентов чуть более 7 тысяч человек находятся на искусственной вентиляции легких. И еще раз хотел подчеркнуть, что среди вакцинированных на ИВЛ крайне редко мы видим пациентов в реанимации. Менее чем в половине регионов отмечаем рост количества госпитализированных пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская республика, Хакасия и Калмыкия. Для повышения эффективности лечения стационарных пациентов по вашему поручению мы провели закупку современного противовирусного препарата в объеме более 500 тысяч упаковок. И на этой неделе, согласно процедуре, будут поставки во все регионы Российской Федерации к концу недели. И рост тяжести заболевания требует от нас вовлечения большого количества медицинских работников. Сегодня порядка 600 тысяч врачей, сестер участвуют в оказании медицинской помощи. Также более 70 тысяч учащихся и преподавателей медицинских учреждений образовательных. Это и высшая школа, и медицинские колледжи. Несмотря на беспрецедентную мобилизацию, мы оказываем и плановую помощь. И последняя неделя нам позволила 6 тысяч коек вернуть в оказание плановой медицинской помощи. Для нас это очень важно и критично.
Ситуация как с заболеваемостью очень неоднородная. На фоне общероссийского тренда снижения в 26 субъектов мы видим за последние 10 дней прирост занятости коечного фонда. Такая нарастающая неоднородность региональная требует в том числе и поддержания и соблюдения мер, не медицинских мер в каждом субъекте Российской Федерации. По вашему поручению мы продолжаем выездную работу. 183 выезда бригад медицинских работников обеспечено. Мы видим, что по данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеваниями COVID-19 требуется выезд в Волгоградскую область и сформирована бригада для выезда в регион. Планируемые даты работы с 15 ноября бригада приступит к оказанию медицинской помощи и организационно-методическим вопросам. Также мы по вашему поручению активно ведем вакцинацию населения. За неделю темпы вакцинации возросли на 6%. Всего за неделю вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек. Это хорошие темпы вакцинации. Причем хочу отметить, наиболее критическая группа старше 60 лет, темпы вакцинации возросли значительнее, чем в целом среди взрослого населения. Прирост составил на 14% за неделю. В очередной раз хочу подчеркнуть, что основная часть госпитализированных – это все-таки не вакцинированные. По данным нашего регистра, доля заболевших пациентов с новой коронавирусной инфекцией в связи с активностью дельта-штамма остается все-таки высокой. В очередной раз хотел бы призвать, что помимо самих цифр коллективного иммунитета, персональная защита каждого нашего гражданина является крайне важной. И консультацию получить, если в чем-то вы сомневаетесь, просто необходимо у своего лечащего врача, даже при наличии хронических заболеваний, всегда будет найден выход обезопасить от новой коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, на 22 ноября в Интинском округе с начала пандемии зарегистрировано 1626 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1429 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 73 смертельных случая. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ сейчас находится 37 человек. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина, с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 87 человек. Под медицинским наблюдением находится 115 интинцев. 21 ноября свой профессиональный праздник отметили специалисты в области бухгалтерского учета. Именно в этот день, в 1996 году, президентом России Борисом Ельциным был подписан закон о бухгалтерском учете. От четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и экономика всего государства. В честь профессионального праздника Дня бухгалтера самых лучших представителей этой профессии пригласили в городскую администрацию. В торжественной обстановке состоялась церемония награждения. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев вручил интинцам благодарственные письма за добросовестный труд, безупречную работу и высокий профессионализм от Министерства финансов Республики Коми и муниципалитета. Мэр Инты поздравил бухгалтеров, поблагодарил их за работу и пожелал, чтобы цифры всегда сходились. Отчетов было меньше, а денег больше. Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений. Теперь заключать трудовой договор можно будет дистанционно с помощью электронной подписи, без дублирования на бумаге. Документ позволит работодателям и сотрудникам из разных регионов быстрее оформлять трудовые отношения после онлайн-собеседования. Закон закрепляет возможность и механизмы введения и использования документов, связанных с работой в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства, говорится в документе. В 2020 году в России вышел закон об удаленной работе. Он закрепил, что перевод на удаленную работу не может служить основанием для снижения зарплаты. Перевод сотрудника на такой режим работы требует его согласия, а также право работодателя уволить сотрудника, если он без уважения
уважительной причины не выходит на связь в течение 2 дней. По данным Суперджоп, доля вакансий с удаленным графиком за время пандемии заметно выросла и сейчас в некоторых городах превышает 10%. Закон позволит работникам оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему. Требования об электронном документообороте будут применяться только в отношении документов, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под подпись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации. О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель уведомляет работников. Они же, в свою очередь, вправе отказаться. Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно. Команда победителей игры «Достояние республики», прошедшей в этом году в честь столетнего юбилея Коми-края, вновь собралась в полном составе. Участники проекта, выигравшие главный приз – детскую спортивную площадку, определили место, где будет установлен игровой комплекс. Напомним, в проекте «Достояние республики» приняли участие все муниципалитеты региона, и Инта оказалась самой сильной. На днях в город пришел долгожданный приз. Победители телевикторины «Достояние республики» после недолгих обсуждений решили, что детский игровой комплекс должен быть установлен в деревне Ярпияк. В городе подобные площадки смонтированы во многих дворах. Сельские ребятишки от такого подарка тоже не отказались бы. Ярпияк – это отдаленное село, порядка 80 километров. Жители давно просят площадку, небольшую площадку. И сейчас мы собрались именно с участниками, с теми людьми, кто участвовал в этом конкурсе «Достояние республики». Посовещались и совместно решили, что да, действительно отправим именно туда. По зимнику отправим, в летний период установим, и деткам будет радость. Сама площадка состоит из баскетбольного кольца, качелька и шведская стенка. Члены команды уверены в том, что игровой комплекс в деревне Ярпияк будет востребован как маленькими детьми, так и подростками, которые ведут здоровый образ жизни и занимаются физкультурой. Все спортивные и детские площадки, которые ежегодно появляются в разных уголках Интинского округа, в том числе в сельских населенных пунктах, пользуются большой популярностью. Населенные пункты отдаленные у нас не заброшены, мы постоянно бываем там. И в летний период съездили в селе Петровин, в самом отдаленном, много работ было проведены. Также была установлена спортивная площадка под навесом. И по жилищно-коммунальному хозяйству много работ. Сейчас, в зимний период, опять все села будем объезжать, встречаться с жителями, слушать, выслушивать их проблемы и, конечно же, будем решать. Стараемся постоянно быть на связи, выполнять какие-то те пожелания, которые они хотят. Считаю, что уже говорил не раз, что в села надо прежде всего уделить внимание больше им. Потому что они вдали, не всегда туда можем добраться, поэтому пользуемся моментом. Если едем, то уже едем с чем-то, с выполнением каких-то просьб. Стать победителем республиканского проекта и выиграть главный приз было непросто. Телевикторина проходила на протяжении всего лета, раунд за раундом, этап за этапом. Не на все вопросы удавалось ответить правильно, вспоминают участники игры. И все же максимальное количество баллов набрали. В финале интинцы встретились с командой из Усинска и одержали победу. Огромное спасибо нашему коллективу, нашим участникам. Да, смогли. Последняя игра, когда была уже с Усинском, конечно, Усинск тоже очень сильная команда и прямо на грани. Был перевес до каждого, до последнего очка. Никто не понимал, кто выиграет. Поэтому выиграть было тяжело. Все члены интинской команды рады тому, что приняли участие в телепроекте, одержали победу и выиграли главный приз, который теперь будет радовать сельских детишек. 2 года подряд интинские школьники принимают активное участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Ученики общеобразовательных организаций вместе со своими наставниками разрабатывают интересные проекты, защищают их на республиканском уровне, проходят отбор и успешно реализуют. В этом году учащиеся гимназий 2, 3 и школы села Петрунь смогли воплотить несколько оригинальных идей. В следующем году будет реализовано еще 2 проекта. Республиканская комиссия одобрила инициативы учащихся 8-й школы и гимназии номер 2.
В гимназии номер 2 учатся 522 школьника. Больше половины из них состоят в школьном спортивном клубе «Атлет». Возглавляет клуб учитель физкультуры Игорь Бородин. Именно он предложил ребятам принять участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Ребята с радостью откликнулись и создали творческую группу. Авторами проекта выступили учащиеся 7-8 классов. Клубу примерно лет 5. Вот. Все, кто занимается у нас в гимназии спортом, доп. Образованием, там, волейбол, баскетбол, они все автоматически у нас входят в этот клуб. Но есть, конечно же, активисты, которые вот не могут стоять в сторонке, которые помогают нам в организации там, какого-то спортивного мероприятия или там, с начальным звеном где-то помочь там, инвентарь перенести, там, быстренько соорудить там, какую-то полосу препятствий. Вот. Как бы на фоне этого у нас есть такие активисты, которые помогают. Я состою в нашем клубе, получается, гимназии. Я занимаюсь волейболом уже на протяжении 4 лет. И наш клуб всегда старается привлекать детей, заниматься спортом, чтобы они не ленились, а развивали, получается, свои физические навыки. Ученик 8 класса Даниял Махмудов – один из авторов проекта. Он защищал проект перед республиканской комиссией. Но перед этим команда активистов спортивного клуба «Атлет» провела огромную работу. Когда мы узнали о народном бюджете в школе в 2021 году, мы решили выявить проблемы нашей школы. Так как мы люди спортивные, то подумали об образе жизни наших учащихся. Мы провели анкетирование среди учащихся 2-8 классов, которое показало, что большую часть времени дети ведут малоактивный образ жизни, то есть сидят в телефоне, делают уроки или работают за компьютером. Тогда мы подумали возобновить ранее, который существовал у нас проект «Малые Олимпийские игры». Это соревнования зимой на свежем воздухе, которые состоят из 9 разных этапов, как спортивных, так и интеллектуальных. Сборные 2-8 классов во главе с командирами, то есть 8-классниками, будут ходить по разным станциям, и в конце нашей игры лучшие команды пронесут, так скажем, олимпийский огонь и зажгут факел. У нас такая идея возникла, что давайте возобновим все-таки эти Олимпийские игры, потому что детей участвует очень много, почти вся гимназия принимает участие, в основном по этапам ходят со 2 по 8 класс. Вот. Ну, как бы все равно это как бы объединяет, и на свежем воздухе дети занимаются, определенные там этапы. Вот. И мы думаем, почему бы не возобновить такие интересные игры. Вот. Единственное, что нас тормозило, это как бы все-таки 21 век, хочется что-то с ногой во время вот так вот вступить, какое-то что-то новое внести туда, чтобы как бы детям нравилось бы больше проводить время, именно вот такое вот, да. И вот мы решили, давайте поучаствуем вот в народном бюджете, все-таки можно какие-то инвентаря, инвентарь какой-то спортивный заказать, что-то модернизировать. И вот мы со своими активистами спортивного школьного клуба, вот, «Атлет», мы думаем, давайте возобновим, давайте что-то придумаем. Вот мы придумали, как карта легла, хорошо, что мы прошли, вот, теперь нужно это осталось реализовать. В рамках усовершенствования и модернизации спортивного мероприятия под названием «Малые Олимпийские игры» активисты клуба «Атлет» разработали проект, который способен вовлечь не менее 200 учащихся гимназии в проведение соревнований. Ребята досконально продумали каждый этап состязаний и сделали расчеты по закупке необходимого спортивного инвентаря. Будут и теоретические станции об истории Олимпийских игр, и спортивные станции, там будут разные полосы препятствий, которые дети должны будут преодолеть. 8 класс – это капитаны у нас, и они, я хочу быть капитаном. Там же каждый капитан дают инициативу, он собирает свою команду, они там название думают, какая там эмблемы, там все, им это уже интересно. А уже, конечно, там в дальнейшем там этапы, когда мы уже начали думать, что вот такие можно сделать, там туннели разнообразные, там еще что-то, они уже еще больше завелись, мы уже хотим сами попробовать.
На реализацию проекта «Спортивные соревнования. Малые Олимпийские игры» гимназии номер 2 понадобится 88 тысяч рублей. По задумке авторов предполагается приобрести несколько гимнастических скамеек, металлических обручей, детских тоннелей в виде трубы, тренировочные футбольные барьеры, мешочки для метания и спорткомплекс с тележкой. Из республиканского бюджета будет выделено 79 200 рублей. 10% от общей суммы 8 800 рублей из городской казны. Учащиеся школы номер 8 разработали и представили на республиканский конкурс школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» 2 проекта. Один из них, школьный музей «Историю создаем сами», успешно прошел отбор и получит необходимые средства на реализацию. Идея данного проекта возникла у нас с ребятами, когда мы поняли, что у нас очень много интересного материала, и нам бы захотелось его как-то выставить, показать. И было бы желательно сделать это как-то публично, чтобы как можно больше людей узнало о этом материале. Мы ведь старались, готовили этот материал, собирали, ездили в другие города, собирали его. И поэтому мы решили сделать музей, в который сможет зайти каждый желающий. В него могут заходить не только взрослые и ученики из нашей школы, но также и ученики из других школ, родители и учителя других школ. Мы планируем делать церемонию открытых дверей, приглашать сюда всех желающих. И в целом мы хотели бы, чтобы было побольше посетителей в нашем музее. Также школьный музей поможет сделать уроки более интересными. Используя материалы музея, педагоги смогут сделать уроки более познавательными, дети будут больше заинтересованы в проведении этих уроков, они будут больше получать полезной информации, эта информация станет для них более интересной. Школьники рады, что вышли в финал и получили одобрение в республике. Защищал проект перед комиссией Иван Кисляков. Но разработкой проекта занималась команда, в состав которой вошли педагог-краевед и учащиеся 10-11 классов. У многих за плечами уже есть опыт подобной работы. Уже занимался разработкой идей неоднократно, потому что я состою, как и многие школьники нашей школы, в РДШ. Мы принимаем участие во многих проектах, мы организовываем множество мероприятий, потому что у нас достаточно разнонаправленная школа во многих аспектах, и поэтому достаточно интересно у нас побывать. А наш музей – это серьезный проект, и его разработкой мы занимались не один месяц. И, конечно же, я получил достаточно большой опыт в создании презентаций, в речи. Наш проект, в принципе, возник на основе краеведения. Я веду сама кружок краеведения, юный краевед. И вот мы с ребятами ведем поисково-исследовательскую работу. С этим материалом, который мы собрали, мы выступаем и в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах. И даже занимаем призовые места. Накопленного материала уже достаточно, да, как мальчики сказали. И поэтому у нас как бы вот возникло, чтобы надо где-то вот выставить наш вот этот материал. Но мало того, что вот того материала, который вот мальчики сказали, ездили в Воркуту, в Абись, у нас очень много интересного. Оказывается, мы узнали про нашу инту, что в нашем городе проживают такие люди, которые относятся к категории малолетние узники фашизма. Мы сотрудничаем с Советом ветеранов, и мы настолько вот много интересного материала нашли и приглашали даже вот Голубеву Тамару Игнатьевну. Она вот к нам приходила на встречу, и настолько встреча прошла на высоком уровне, что дети на одном дыхании все это прослушали. Также мы очень интересный материал собрали, когда готовились к юбилею города. Это мы собрали материал о судьбах женщины, которые строили канал. Также с этим материалом мы на республику выходили, занимались первое место даже. Да. Мы также очень интересный материал узнали, что в нашем городе был такой партизан Пухов Василий Николаевич. Тоже с этим материалом мы выступали и выходили на конкурс. Расчетами и составлением сметы занимались взрослые, наставники проекта «Педагог дополнительного образования» и директор школы номер 8. По подсчетам специалистов, на реализацию проекта понадобится 89 тысяч рублей. Для создания школьного музея необходимо купить 3D-принтер, витрины, стенды и другую мебель. Как говорят авторы проекта, музей будет способствовать активному участию в исторических и краеведческих конкурсах, походах, экскурсиях и позволит найти как можно больше единомышленников, которые занимаются поисковой и краеведческой работой.
прошлом году наша 8-я школа уже участвовала в народном бюджете, подготовили проект по правилам дорожного движения и направили на отбор. Он прошел первый этап отбора, но в финале, к сожалению, не выиграл. Мы не опустили руки, учли опыт предыдущего периода. Дети разработали 2 проекта, и 2 проекта дошли очно до финала. И выиграл у нас один. Это музей в школе. Но мы все равно руки опускать не будем. Будем готовиться к следующему периоду. На следующий год, я надеюсь, мы еще больше проектов родим, потому что дети проявляют активность. Им очень интересно. Когда они сами креативят, создают, это очень интересно. Не когда взрослые за них что-то делают, а потом они делают. А когда делают сами, у них даже горят глаза. И эти проекты родились благодаря ребятам. Их креативности, их желанию, их стремлению. Сейчас мы подготовим помещение для будущего музея. Деньги поступят, мы начнем его оборудовать и реализовывать. Ну и, соответственно, будем разрабатывать новые проекты. Надеемся, что сделаем гораздо больше. Наша школа за счет народного бюджета станет гораздо ярче, красочнее, ну и интересные познавательные программы для детей будут в этой школе реализовываться. В прошлом году наш муниципалитет впервые принял участие в пилотном конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе». Тогда интинские школьники разработали 11 интересных проектов, 3 из которых успешно прошли республиканский отбор и уже реализованы. Старшеклассники гимназии номер 3 создали этноигровой дворик. Гимназисты французской школы усовершенствовали материально-техническую базу патриотической игры «Призывник». А учащиеся из села Петрунь теперь выпускают местную газету под названием «Здравствуй, Петрунь». Очень отрадно, что наши школьники интинские, наверное, учтя опыт прошлого года, загорелись желанием продолжать, побеждать, выставлять свои инициативы, защищать, актуализировать их. То есть работа шла действительно очень интересная. Возможно, за масштабами начала учебного года это было не так видно на уровне города, но в каждой школе действительно работа кипела. Собирались советы старшеклассников, собирались школьные собрания, общешкольные, классные собрания. Безусловно, задействованы были по положению учащиеся 7-11 классов, то есть все-таки акцент делается на более старших ребят. Но принимали участие в обсуждении, конечно, все без исключения, в том числе и родители, и учителя, и педагоги. Конечно, у каждого проекта есть свой куратор, свой наставник, который помогал ребятам и их идею воплотить в документ, оформить документ, актуализировать его, оформить таким образом, чтобы он отвечал всем требованиям, критериям, положению. Поэтому, конечно, работа была очень интересная. 6 общеобразовательных организаций приняли участие в этом году, выставили 7 школьных инициатив. 5-я школа выступала с проектом по оснащению клуба «Юный патриот». 8-я школа выдвигала 2 проекта. Это и создание школьного музея «Историю создаем сами». Кстати, он и победил у нас. И также еще был один проект представлен, создание школьного журнала «Между нами школьниками». То есть посмотрели, я так думаю, что ребята, наверное, все-таки посмотрели на опыт петрунских своих однокашников и сверстников, и, в общем-то, тоже загорелись желанием создать такой журнал в школе. 9-я школа просила проект, она выставляла проект и просила их поддержать в плане развития выставочной деятельности, тоже достаточно интересная деятельность, которая сейчас набирает обороты. 10-я школа занимается школьным тиром, и у них был проект направлен на оснащение именно вот этого направления деятельности. Первый лицей заявлял такой интересный проект под названием «Открытый микрофон», то есть в рамках этого проекта предполагалось приобрести 2 радиосистемы. Гимназия 2 с проектом «Малоолимпийские игры» тоже стали победителями. В сентябре мы это все посмотрели, представили на городскую комиссию, которую возглавлял глава городского округа, руководитель администрации Владимир Алексеевич Киселев. Комиссия тщательно пересмотрела все проекты, утвердила, и все 7 наших предложений были отправлены в республику. В октябре был очень сложный период, то есть мы ждали, конечно, мы надеялись, и вот в конце октября пришла весть из Министерства образования о том, что 3 проекта на уровне республики вышли во второй этап очный, сложный этап. Сложный в том плане, что один участник проекта должен был представить проект таким образом, чтобы и общаться с конкурсной комиссией, и общаться в формате онлайн, без подсказок, да, то есть без крепкого плеча рядышком, то есть настолько быть уверенным и хорошо знать свой проект, его значимость, его перспективу, его стоимость, то есть мог ответить на любые вопросы. И вот очень рада за наших ребят, что ребята из гимназии номер 2 и школы номер 8 смогли все-таки отстоять свои проекты и выйти вперед.
Как отметили в Минобрнауке Коми, в этом году ряд проектов подготовлен на высоком уровне и может претендовать на участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Всего было подано 136 заявок. К участию в очном этапе допущено 93 проекта. По итогам публичных выступлений определены 74 проекта победителя. Они будут реализованы в 2022 году за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма составляет 6 миллионов рублей. Приобщиться к культуре и искусству за государственный счет. Выставки и экскурсии для молодых людей стали доступнее. Интинский краеведческий музей присоединился к программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта». Сейчас по Пушкинской карте в музее работают сразу 5 экспозиций. По словам директора учреждения, билеты активно раскупаются. На этой неделе в Интинском краеведческом музее к посещению по Пушкинской карте добавилась еще одна выставка. Экспозиция под названием «Заселение Верхнеусинского края» уже 4-я, доступная в рамках всероссийского проекта. Это модернизированная, как у нас музейщиков называется, реэкспонированная выставка. Концепция этой выставки не менялась. То есть мы морально устаревшую выставку, визуально ее обновили и наполнили экспонатами, которые у нас в фондовом собрании есть. То есть для разнообразия и для широкого круга, чтобы была более подробная информация представлена о жизни и быте наших первобытных людей, которые заселяли территорию Верхнеусинского края. Экспозиция заселения Верхнеусинского края занимает целый зал. В ней представлены материалы по древнейшей истории края, более чем с 2 десятков археологических памятников. В частности, можно много интересного узнать о древних стоянках эпох каменного века – палеолита, мезолита и неолита. Наиболее интересные находки собраны со стоянки Адак-2. По найденным там предметам, наконечникам стрел и копий, скреблам, предположили, что это мастерская по изготовлению орудий труда и охоты. Стоянка мамонтового курья пополнилась останками бивень мамонта, зубы мамонта мы представили. И очень сильно модернизировали мы комплекс, который рассказывает о Железном веке, о адакских пещерах. Здесь представлены и наконечники стрел, и украшения, которые были найдены при раскопках, при работах археологов в этой пещере. Это и подвески, бусы, бляхи, которые были найдены. Они все являлись предметами жертвоприношения, потому что известно, что эти пещеры являлись сакральным местом для жителей наших мест. Считалось, что в этом месте происходит переход из жизни живых в мир мертвых. И в этих пещерах проводились обряды жертвоприношения, и эти пещеры богаты разнообразными такими интересными находками Средневековья. Выполняя реэкспозицию, сотрудники музея заменили старые, выцветшие фотографии на новые. Более подробно осветили бронзовый и ранний железный век и, конечно, дополнили выставку новыми найденными экспонатами. Вниманию посетителей представлены останки древних животных эпохи ледникового периода, череп древнего мамонта, костяные и кремниевые орудия труда и охоты первобытного человека, а также восстановленные по отдельным фрагментам древние сосуды, выполненные руками первобытного человека, коллекции каменных и костяных изделий. В этом зале находится реконструированная изба первопоселенца Якова Сметанина. Почему она здесь находится? потому что зал называется «Заселение Верхнеусинского края». Массовое заселение северных земель проходит в конце XIX веке. И о жизни и быте людей, которые перебирались с южных регионов в наши северные края, как раз рассказывает экспозиция, которая у нас так и называется «Изба». Планировка, интерьер и внутреннее убранство кухни, как части избы первопоселенца села Косьевом, были воссозданы по описанию традиционного на конец XIX века жилья усинцев. В женском углу представлены всевозможные орудия труда женщин, прялка с веретеном и изделия, получаемые в результате прядения и вязания. В мужском углу традиционные инструменты, использовавшиеся мужчинами в строительстве, охоте и быту. Здесь представлены столярные инструменты, потому что дома строились из дерева. И посуда, утварь и домашняя мебель изготавливалась вручную
то есть вели натуральное хозяйство. И поэтому мы представили в экспозиции разнообразные предметы, и как бы орудия труда, с помощью которого изготавливали разные предметы быта. Напомним, афиша Пушкинской карты еженедельно пополняется новыми событиями. За информацией можно следить на сайте Культура.рф и в мобильном приложении Госуслуги Культура, а также в официальных источниках государственных и муниципальных учреждений культуры региона, участников проекта. Данная экспозиция вошла в проект «Пушкинская карта». И поэтому можно посетить ее, купив билет по этой программе, и узнать о жизни и быте нашего народа с древних времен. И также приглашаем всех учащихся, школьников, дошкольников на интересные экскурсии, которые здесь проводятся. То есть о жизни и быте древних людей можно узнать, о языческих верованиях наших предков, и побывать в гостях у Фёклы Сметаниной, то есть жены первого поселенца Якова Сметанина, узнать о быте в наших селах в XIX веке. Получить Пушкинскую карту очень просто. Нужно лишь зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою учетную запись, установить мобильное приложение Госуслуги Культура и заказать выпуск Пушкинской карты. После этого все мероприятия, участвующие в проекте, можно будет посещать бесплатно за счет государства. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.